Работа семинара была выстроена в два этапа, где первая часть была посвящена работе с детьми с трудностями обучения и диагностики образовательных потребностей. Семинар прошел во второй столичной школе и собрал психологов и педагогов со всех районов республики. А это три специалиста, которые поделятся своим опытом, поделятся своими наработками. Знаете, это не первый такой визит таких наших коллег из системы образования. Эта тема актуальна вообще и не только в Абхазии, а везде, во всем мире. Вопрос в том, что как обучать того ребенка, у кого есть какие-то проблемы. Обучены должны быть все буквально. Не только там дефектологи, психологи, логопеды и так далее. В эту ситуацию проблемное решение вот этих вопросов должны быть вовлечены все. И учителя, и воспитатели, и родители, конечно же, в первую очередь. Но учитель должен понять, как с этим ребенком сегодня, как его обучать. При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, создавая комфортную и поддерживающую среду, а также обеспечивать непрерывность образовательного процесса в зависимости от типа заболевания. Должна быть взаимосвязь. Иногда врач дает какой-то протокол, но этот протокол должен уметь считывать учитель, потому что не всегда бывает так, что там, допустим, работает с ним дефектолог, а дальше в классе все это опять рушится, опять, то есть нету этого продолжения. Здесь мы должны работать все вместе. И в дошкольном образовании, и в среднем звене. Чем раньше мы увидим эти проблемы и сумеем откорректировать их, преодолеть все трудности у детей, тем, конечно, им легче будет по жизни. На данный момент в Абхазии нет подтвержденной статистики детей с ограниченными возможностями здоровья, но благодаря диспансеризации школьников, проводимых российскими специалистами в учебных заведениях республики, данные будут оцифрованы и переданы в местные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья юных пациентов, отметила Ада Кварчили. По ее словам, это облегчит работу учителей и психологов. И мы думаем, что это тоже даст нам такую возможность выявить этих детей, поставить на какой-то учет. Многие, знаете, родители, да, есть такие, которые сами активные, сами пытаются, чтобы дети их были социализированы в такой среде школьной. Но не все тоже родители. По определенным причинам, конечно, эти дети, они выпадают из образовательного пространства. Поэтому нужно, конечно, охватить всех буквально и дать им равные возможности со всеми. Различные типы ограниченных возможностей здоровья у детей представляют собой сложную проблему, требующую индивидуального подхода и специализированной поддержки, создания коррекционно-развивающей среды, что требует определенных знаний, отметила заведующая лабораторией образования и комплексной реабилитации детей с нарушениями речи Института коррекционной педагогики, кандидат педагогических наук Елена Ворошилова. Какие-то задачи могут решаться без длительного систематического сопровождения специалистов, но эта категория детей достаточно узкая. Если это такие минимальные трудности, знаете, есть категория детей, у которых вот все хорошо, а с математическими представлениями, то есть вот с этим образом мышления, локальные трудности. Вот это относится к той категории, и они, как правило, вот здесь важно то, что эта помощь направлена на адаптацию ребенка в классе, в среде. А вот как раз обучаясь с ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями, здесь вся помощь будет направлена на преодоление вот этого дефекта, на преодоление трудностей непосредственного ребенка. Вот это вот важно учитывать, когда вы составляете образовательный маршрут конкретного ребенка. По словам абхазских педагогов, подобные семинары очень полезны для специалистов, работающих в этой среде, а именно для учителей, психологов и, конечно же, логопедов. Но, как правило, бывает так, да, что вот выявляя какие-то особенности развития у таких детей, мы просто не знаем, что с ними делать. Включать инклюзивно в процесс общего обучения, будет ли это для них успешно, актуально и принесет ли какие-то плоды и результаты, либо как-то разделять этих детей и учить по определенной программе. На сегодняшний день вот у нас существует в Сухуми одна коррекционная школа,
Но там существует критерии определенного набора детей. Вот то, о чем сегодня говорят наши коллеги, в принципе, показывает возможность диагностики пограничного состояния ребенка. То есть можем ли мы продолжать на общих образовательных началах обучать такого ребенка в классе, либо мы вот в общеобразовательной школе, либо мы все-таки должны его изолировать, ну, грубо говоря, да, переместить в другую среду, где ему было бы там комфортно. По итогам семинара все его участники сошлись во мнении, что специальные школы для инклюзивного образования детей должны быть открыты во всех городах и районах республики. Адис Сагари, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.